четверг, и вы смотрите специальную рубрику «Саха Тендер Групп». Доброе утро, Елена. К вам обращаются за помощью заказчики, и как вы им помогаете? Доброе утро, Наталья. Значит, к нам в основном заказчики обращаются по трудным моментам, честно говоря, да? В связи с тем, что заполнение документов при закупочных процедурах бывает достаточно сложным, здесь очень важно делать правильно технические задания, да? Потому что от того, как вы составите технические задания, значит, у нас будет уже зависеть то, что вам будут поставлять, то, как будут ремонтировать, например, ваши помещения, то, как будут осуществлять вообще работу с вами, все, конечно же, зависит от этого. Также, кроме этого, к нам обращаются частенько по приему работ или товаров, услуг, которые были поставлены. Да, бывают такие ситуации, когда недобросовестно выполняют, например, да, поставщики свои обязанности, например, по контракту. Да, и здесь мы, конечно же, делаем акцент на том, чтобы они обязательно имели приемочную комиссию, конечно же, да, чтобы они правильно принимали все свои услуги, товары и работы, которые, значит, им осуществляют по контракту. Также хотелось бы остановиться еще раз отдельно на техническом задании, потому что, например, бывают случаи, когда техническое задание некорректно, например, написано, да, и из-за этого страдает качество, да, тех услуг, например, которые оказываются, например, учреждениям. Вы говорили о комиссии, а какие они бывают? Комиссии преимущественно, значит, здесь хотелось бы отдельно остановиться. Конечно же, комиссия закупочная обязательно должна быть, да, то есть по электронным аукционам, по запросам котировок, да, либо она бывает единая комиссия, либо, значит, отдельная на котировочные, например, закупки, да. Также бывает комиссии по приемке товаров, да. Здесь очень важно, чтобы было 5 человек, и, конечно же, должны быть заинтересованные лица. Например, если мы говорим про работы, например, которые осуществляются в здании, обязательно должен присутствовать АХО, человек, который точно знает, какие, значит, услуги должны быть и как они должны быть оказаны. А какие есть штрафы за нарушение? Штрафы, значит, у нас, конечно же, достаточно большие. То есть они бывают отдельно на организацию, но преимущественно обычно штрафы выставляются на должностное лицо. Как правило, это бывает контрактный управляющий. Да? Действительно, штрафы варьируются, например, там, от 2-3 тысяч рублей и достигают до 100, например, тысяч рублей за там, отдельные какие-то нарушения. Да? В основном нарушения бывают какого плана? Либо нарушен, получается, своевременность, сроки, например, размещение планов графиков, планов закупок, что у нас как раз-таки ждет в следующем году, да, и своевременность подписания, например, контрактов, тоже у нас бывают такие штрафы, да, ну и, конечно же, по исполнению, потому когда они должны были быть поставлены, потому как должны быть оплачены, получается, контракты, тоже отдельно выставляются штрафы. Елена, спасибо за беседу.